на самом деле очень удобно, потому что можно без пробок, без большого скопления людей добраться из одной точки в другую. К слову сказать, это чуть ли не единственная любительница покататься, к которым мы успели подойти. Именно успели. Классический портрет водителя электромобиля составить сложно, потому что пользуются им сегодня почти все. Независимо от возраста, независимо от статуса или финансового положения. Ясно одно – им всегда некогда. А для чего еще тогда нужен электросамокат? Спешить. Либо на работу, либо поймать ветер в волосах. Вот они, доспешившиеся, вот они, устраивающие гонки на дорогах, вот они, не соблюдающие правила. А правила какие-никакие, но есть. По ним самокатчик тот же пешеход. Выезжать на проезжую часть он не имеет права. Имеет право ездить по тротуару и пешеходным зонам. И все. Дальше правила заканчиваются. И начинаются вопросы. Юридически это никак не регламентировано. И то, что вот сотрудники ГИБДД там оформляют, это все, в принципе, незаконно. По дороге, вот если вы будете идти, вас имеют право привлечь. Другой вопрос, кто будет привлекать, потому что так как он не считается водителем, у него прав у него с собой нет, это надо выяснять личность. Что получается? На спидометре под 30, но почему бы не показать свою лихость, распугивая прохожих? Ведь по правилам, которые есть, скорость снижать не обязательно. На дорогу нельзя, но если очень хочется, то можно. Беспечный ездок может разогнаться до 50, а иногда и до 90 км в час. Кто ж его остановит? Ни номеров, ни водительских прав. Есть вопросы по самокатам, которые мы на сегодняшний день обсуждаем на уровне республики. Но решения по самокатам, будут ли они приравнены к мопедам, должны приниматься на уровне федерального центра. Самокаты с мощностью более 250 Вт приравниваются к мопедам, а это совсем другие правила. Вот тогда ты водитель, должен носить шлем и иметь права категории М. Это то, о чем сейчас говорит представитель ГИБДД, и это планы. Никаких ограничений по скорости или по причине мощности электросамоката на данный момент нет. Но почему-то именно на это давили сотрудники ГАИ, когда составляли протокол вот на этого мужчину. Его остановили в конце августа на улице Ибрагимова. Он был за рулем электросамоката. Вы были выпишены или нет? Это не играет никакой роли. Это не играет никакой роли. На данный момент, какой бы я ни был, стоит вопрос, поднимается вопрос в другом. Пешеход может пить? Пьяным идти. Да, ну вы даже мы едете на чем-то, даже если на велосипеде. Или... Электросамокат – это пешеход. И это действительно не имеет значения по закону, но мужчину все равно задержали, а самокат отправили на штрафстоянку, где сломали. Это подтверждено экспертизой, которую потерпевший сделал за свой счет. От медосвидетельствования Дмитрий Котухов отказался. Теперь вопрос решается в суде. Какой, собственно, вопрос? О лишении мужчины водительских прав, которых у него и не должно было быть. Когда представителю ГАИ адвокат задал вопрос, электросамокат как-нибудь прописан? Нет. Какие еще могут быть вопросы? Это же не к нам должны быть вопросы, наверное, а тот, кто принимает указы и законы. Впрочем, до судьбы удостоверения еще далеко. Первое заседание уже состоялось, и на нем выясняли, что такое, собственно, электросамокат. Ответ пока не найден, а слушание перенесли на месяц. Развивают скорость от 20 до 23, где-то так. У нас стоит как бы ограничение, мы его не усиливали, чтобы как раз вот и дети могли кататься, и взрослые. 17-18 километров можно сделать, поставить, вот при такой, когда лампочка зеленая горит. А вот когда вот так вот мы делаем, от 20 до 23 километров в час разгоняется этот самокат. Подножку убрали, становитесь, отталкиваетесь. Прогулку на электросамокате и какие выводы мы можем сделать. Из плюсов. Во-первых, это действительно удобное средство передвижения для тех, кто хочет быстро добраться из точки А в точку Б. Из минусов. Это достаточно небезопасно, вас в любой момент может занести и вынести на проезжую часть. Дороги очень неровные. Ну и последнее.
Я плохой водитель, и поэтому лично для меня это все-таки не транспортное средство, а инструмент только для развлечения. Очевидно, что поправки нужны. Сейчас в сложной ситуации и сами сотрудники ГИБДД, которые понимают и видят всю опасность. Но четких правил нет. А потому они и сами под прицелом. Законопроект предложил Минтранс России еще в 2017-м. Часть из них были приняты. Самокаты, обыкновенные и электрические моноколеса и гироскутеры назвали средствами индивидуальной мобильности. Теперь это 5-я категория участников дорожного движения. Появилось разграничение на зоны и возраст. Во-первых, вам уже должно исполниться 14. Первое, что вы должны использовать, это велодорожку. Там, где ее нет, никто не запретит двигаться по тротуарам, но со скоростью не больше 20 км в час. Есть места, где ни велодорожек, ни тротуаров. Тогда выезжаете на обочину. Что интересно, скорость в пределах пешеходной зоны регламентирована – это 20 км в час. Много или мало? В целом это средняя скорость марафонца на дистанции. Что делать, если он бежит прямо на вас? Увернуться, если, конечно, успеете. К слову, в Германии экстремалы на самокатах так достали пешеходов, что в стране ввели полный запрет на такой вид транспорта. А потом снова разрешили, но только до 30 км в час и лишь на велосипедных дорожках. Если человек как бы хам сам по себе, не уважает окружающих, это будет реализовываться в той среде, в транспортной среде, в которой он и пребывает. Должны быть какие-то связи благоустроенные, велодорожки, которые соединяют центр города со спальными районами. На данный момент, к сожалению, в Казани вообще таких комплексных решений не реализовано. И это тоже проблема, причем и для тех, для кого транспорт вовсе не игрушка, а стиль жизни. Велодорожек не хватает, а значит в ход идут тротуары и обочины. Что касается трюков, то самокат в этом смысле пока далек от экстрима, но желающие все равно находятся. В этом экстрим-парке их валом, но и здесь свои ограничения. У нас на каждой из площадок стоит инструктор, который следит за тем, на каком транспорте ты заезжаешь, проверяет, механического он действия или приводится с помощью какого-то мотора. На каждой из площадок у нас обязательно шлем. На прокат здесь мощные самокаты не выдают, но купить скоростной двухколесник сегодня может каждый, были бы деньги. Причем изменить мощность бюджетного самоката тоже не составит большого труда. Мастера-самоучки увеличивают скорость почти в 2 раза. Однако эксперты считают, дело не в технических характеристиках, а в характере участников движения, в здравом смысле и пешеходов, и водителей, которые в настоящем пока не готовы принять будущее, которое уже наступило. Диляра Исупова, Ильшат Аюпов и Роман Безменов. 7 дней.